Никто из тех, кто сегодня говорит о том, что у них есть башенная культура, не может сказать, какая башня является его родовой, кроме ингушей. Рассказывают, вот мы с тещей не видимся. Национальные идеи. Национальная идея. Кто такие ингуши? Мы совершенно два разных этноса. Были запущены из пушек выстрелы в башне, все равно устойчиво стоит на своем фундаменте. А просто переписать историю ингушей на свой собственный лад. 6000 лет существует, можно сказать, ингушский язык, язык галгай. Больше такой возможности, как иметь собственную республику, у ингушей не будет. И это надо понять. Так, Танзила, я очень благодарен тебе, что ты согласилась прийти. Спасибо тебе большое. Спасибо. Давай, как обычно, тезисно расскажи про то, где родилась, как прошло детство, как поступила учиться. Вот так вот тезисно немножко. Спасибо за приглашение. Начну, наверное, с того, вот этот вот биографический момент. Родилась я в 86 году, жарким летом, прямо в июле месяце, 22 числа. Родилась я в Ингушетии. Ныне это уже имеет статус города, город Сонжа. Ну и, собственно, практически все детство и относительная юность до 21 года мне проходила там. Соответственно, это я заканчивала школу, заканчивала здесь университет, то есть первое высшее образование. Ну и после чего решила, что даже, наверное, не после, а уже во время учебы на первых курсах какое-то безумное тяготение к науке, к научному знанию у меня как-то обострилось, возможно, и я уже понимала прекрасно, каким образом дальше будет развиваться моя жизнедеятельность, и она точно будет связана с научными знаниями. Поэтому как-то это было определено уже во время получения первого образования. Ну, а если мы говорим о семье, семья у меня достаточно такая по ингушским меркам является среднестатистической, состояла из 5 человек. У меня младший брат и сестра. Я старшая, и, возможно, это наложило отпечаток на то, как, в общем-то, пошло-поехало, что называется, в семейные традиции образования. Практически мы все гуманитарной направленности. Я более того скажу, наверное, это передалось у нас от отца семейства, и его любовь к истории была настолько масштабной, что прививалась она фактически на уровне там, наблюдательности. Ну, как сегодня говорят, наблюдательность, насмотренность. Вот когда ты видишь вокруг себя условно литературу там, историческую, гуманитарную, то это накладывает отпечаток на то, какие у тебя будут предпочтения, там, не знаю, ценности и прочее. А чем занимались родители? Вообще родители у меня интересная такой биографическая составляющая. Мама у меня первая женщина-депутат Чечено-Ингушетии, и действительно у нее были замечательные задатки, но в связи с тем, что это был сложный период, как нам известно, позднего советского характера, и вынужденная заниматься здоровьем и самочувствием своей непосредственно мамы, то есть моей бабушки и, соответственно, прабабушки, она не смогла полноценно уйти в это направление, так сказать, да, и позднее ей было предложено обучение в партийной школе. Мы знаем, что это был серьезный уровень достаточно, ну, за ее заслуги, компетентность и вообще, скажем так, порядочность. Но вот эти семейные моменты, они наложили отпечаток, ну и, соответственно, она не смогла в полной мере воспользоваться той возможностью, которую ей дала судьба. Вот. Папа у меня такой трудоголик был, потому что его не стало несколько лет назад, да, Резхал, и он был сварщиком, его очень хорошо знали не только у нас в республике, но и за пределами, потому что в этом направлении он был потрясающий специалист, и руки у него были действительно золотые. Но так сложилось, что после Казахстана, соответственно, вернувшиеся на родину, заниматься образованием и прочим возможностями они не обладали. Опять-таки, поскольку они были, мои родители, по большому счету, сироты, не было родителей со стороны отца вообще. Мама была только, соответственно, ее мама, бабушка моя. И это привело к тому, что да, полностью уйти в образование при том потенциале, который у них был. А был он потому, что оба родителя мои любили очень читать.
И отец практически свое зрение, можно сказать, посадил на том, что читал денно и ношно, и в периоды, когда там, допустим, еще в детстве запрет был не заниматься этим ночью, он мог просто брать фонарик и под одеялом зачитываться очередными какими-то потрясающими детективами и прочими, он мог процитировать любую книгу. Ну и в целом, придя в дом, можно было воочию наблюдать, что у нас полки книжные просто валились книгами, и они были совершенно разной направленности. И это наложило отпечаток. Но при всем при этом удивительным образом видела я себя исключительно медиком. То есть я готовилась на поступление медицинского факультета. У меня было безумное такое желание, чтобы это обязательно был какой-нибудь московский вуз. Но в связи, наверное, опять по цепной реакции, так же, как у родителей, не было, наверное, тех ресурсов, возможностей, которые позволили бы это сделать. И по иронии судьбы получилось, что смогла поступить на исторический факультет. Ну, а поскольку, как я уже сказала, зачатки и задатки были заложены отцом, то это вполне успешно так оказалось, ну, на мой взгляд, по крайней мере, реализовано вот из того, что я могу видеть сегодня, и даже когда я критически отношусь к собственной деятельности, да. А вот получается, твое направление это этнология, антропология плюс, ну, как Да. это. Осознанно был это выбор, либо как-то стечение обстоятельств, либо ты прям вот я вот хочу вот это вот. Мгм. После вот понятно было, что медицина сначала, а потом вот как так получилось? Это хороший вопрос, потому что если я сейчас даже дам некоторые разъяснения, возможно, это сильно удивит. Когда заканчивала, ну, собственно, завершала первое образование, оно было базовое историческое. Ну и по окончанию можно было выбрать специализацию, то есть направление, которым ты будешь заниматься. Условно, экзамен там, завершающий ты сдаешь как госэкзамен. Это, в моем случае, это была история России, а научные исследования, то есть дипломная работа, выпускная, поскольку тот период это был у нас все-таки специалитет, а не как сегодня магистратура, бакалавриат и Мгм. прочее. У меня был вообще там восточно-культурный феномен, скажем так, да, то есть там иранские революции. Поэтому понятно, что это совершенно как будто бы не связано с классической этнологией. А аспирантура, она как бы и наложила отпечаток этнолога, этнографический, если так можно выразиться, по одной простой причине, потому что я искала и подбирала за очень короткий промежуток времени, потому что только получила диплом, красный, кстати, значит, и нужно было как-то определяться, в какую аспирантуру я конкретно хочу. И академические институты, то есть при Российской академии наук, они, конечно, выглядели более симпатично и авторитетно, и не вызывали у меня сомнений, что, наверное, да. И среди всей этой выборки мне показался Институт этнологии и антропологии. И так получилось, что по завершению и защите диссертации кандидатской она фигурирует как историческая наука, соответственно, и я выпускалась как кандидат исторических наук. Ну а специализация этнология, этнография по одной простой причине. Как много сегодня того, что малоизвестно и еще требует такого досконального изучения, когда мы говорим о народах Кавказа, и предметно, если мы говорим об ингушах. Поэтому этнология, этнография и антропология — это удивительные науки современности и прошлого. О них можно вообще бесконечно говорить в различных научных школах, которые возникли внутри этой гуманитарной стези. Но хочу сказать, что этнология, этнография — это наука, изучающая народы, если говорить образно. И все то, что связано с народом и конкретно с понятием этноса, становится, ну, объектом такого пристального внимания. Поэтому да, и это так, наверное, стало таким стартапом, что любое сегодняшнее исследование, которым бы я ни занималась, оно может быть совершенно разнопёрстным, поскольку постольку все это все равно привязано к понятию этнологии. Но в американской версии это звучит немножко иначе. Там говорят культурная антропология или cultural anthropology. То есть имеется в виду, когда они привязывают к культурной антропологии понятие там, народа, нации, этноса, религии, социума и прочего-прочего. Поэтому это актуальное направление, и судя по тому, как сегодня институт очень мощно реализует свою деятельность, тем более в связи с национальной политикой государства нашего, я думаю, что я оказалась на волне. А на твой взгляд, вот кому
может подойти подобная профессия? Кто, чтобы понимать? Я бы сказала, что любому человеку, который проявляет, объективный интерес, я не Мгм. просто так подчеркиваю слово объективность, объективный интерес, кто не злоупотребляет подтасовкой исторических фактов, не переписывает историю, не имеет каких-то, своих личных или там прочих интересов, что-то завуалированно преподносить, человеку, который интересуется историей народа, нации, государства. Мгм. Да. Но с другой стороны, это получается, э, может быть, даже как вызов, что вот против вот злоупотребляющих. То есть На самом деле, да, и по большому счету, знаете, я вообще считаю, что так же, как существует клятва Гиппократа в классической медицине, в исторической науке подобного рода клятва тоже должна была быть согласен, сформулирована, согласен. сформирована и озвучена каждым, кто берется за то, чтобы заниматься историей. Потому что нам кажется, что от того, что мы не так сосуды соединили, и мы понимаем прекрасно, чем это может быть чревато в медицине, точно Мгм. так же, когда ты злоупотребляешь или лжесвидетельствуешь в науке, зная объективно, что те или иные документы говорят об обратном, ты можешь посеять то самое зерно, которое в последующем станет межэтническим конфликтом или, допустим, возрастет уровень конфликтогенности в том или ином регионе, или это вызовет очень серьезные волнения, а в малых коллективных культурах, как, например, те же самые ингуши, да, где все друг друга прекрасно знают и имеют представление о том, кто, откуда, зачем и почему, любое словосочетание, несоотносимое с реальностью, может вызвать конфликт. И я говорю только о маленьких примерах. Можно себе представить, какие это может нести масштабы, если мы берем о каких-то очень серьезных заявлениях и прочем. Поэтому злоупотребление, которое я, честно говоря, сегодня наблюдаю в целом на Кавказе, очень достаточно широко распространенным таким вот тенденциозным процессом, у меня лишний раз только вызывает желание реально сформулировать подобного рода клятву всем последующим любителям истории и стремящимся получить образование, определенный гриф, действительно давать эту клятву, что они не будут злоупотреблять прежде всего. В каких сейчас ты проектах участвуешь интересных, в своей работе? Либо участвовала в каких-то интересных, которые хотелось бы рассказать, может? Я могу сказать так, что у меня, по-моему, не было вообще периода застоя. Даже в периоды, когда, казалось бы, появляется один ребенок, второй, третий. Но я фактически могу сказать и признать, что никогда не сидела в декрете и постоянно что-то в каких-то проектах принимала участие и реализовывала. У меня сейчас есть несколько проектов. Они очень крутые проекты. Почему? Потому что они позволяют, во-первых, проводить классные исследования и их публиковать. Ну, я могу, конечно, перечислить все, их Мгм, очень много, но вот те, мгм. которые наиболее такие выпуклые, интересные. Первый проект — это РНЦ, так называемый. Это распределенный научный центр, который занимается мониторингом этноконфессиональной, этнополитической, скажем так, межэтническими отношениями, которые протекают в регионах. И вот у нас есть группа исследователей, которая распределила те регионы, где они в большей степени компетентны, и занимается этими исследованиями. Естественно, я занимаюсь Ингушетией, да, и этот проект был очень длительное время реализуемый при, значит, таком коллегиальном организационном моменте. Мы с коллегами из Ставрополя это все реализовывали, потому что это Южный федеральный округ. Затем просто мы сейчас отделились, и вот Институт этнологии проводит это уже самостоятельно. И это направление интересно, потому что мы проводим социологические опросы, мы делаем определенные срезы, выявляем те или иные тенденции и наблюдаем за динамикой развития событий. Будь это конфликты внутри этнические или межэтнические, либо это конфликты внутри религиозного характера. Мы знаем, что таковые частенько у нас О да. имеет место быть, да. Вообще динамика того, как развивается тот или иной регион и общество, которое населяет этот регион в связи с глобализацией, миграцией, урбанизацией и так далее. Это один проект, которым мы занимаемся, и вот он, как сказать, есть такое понятие нео, да, то есть вот у Мгм. нас после того, как завершился вот этот вот проект вместе со Ставрополем, мы начали проводить его самостоятельно. И вот, скажем так, конца прошлого года, вернее, со второй половины мы его реализуем. Я этим занимаюсь.
Второй проект — это подготовка к съемкам этнографического кино. Дело в том, что у нас сейчас безумно какой-то появился интерес и бум к истории и этнографии Кавказа, кавказских народов. А в Ингушетии, в частности, у нас есть проекты, вы знаете, которые реализуют, но это как документальные фильмы или Мгм. художественные фильмы. А вот этнографических фильмов у нас практически нет. Ну, по крайней мере, я их не наблюдала. И поскольку в Институте этнологии и антропологии у нас был замечательный такой проект, который назывался «Камера-посредник», он занимался не просто съемками, а подготовкой фестивалей, которые представляли, соответственно, потом различные этнографические фильмы. То есть приезжали режиссеры из разных стран мира, там, европейцы, там, из Запада и так далее, Востока, из азиатских регионов. Но Кавказ всегда он выпадал. И потом произошел застой в вот период пандемии, и сейчас вновь это все реконструируется, чередуется Конгресс этнологов-антропологов и Камера-посредник, вот этот, собственно, фестиваль этнографического кино. Я решила так, ну, в общем, надо кому-то за это взяться. Поэтому в этом году есть в больших масштабных планах съемка 2 этнографических фильмов. Это очень Да, интересно. и они будут по своему, как говорится, метражу кинематографическому небольшие, но они будут рассказывать о тех традициях, которые, на мой взгляд, будут в ближайшее время утрачены. Ну, ближайшие перспективы, мне так это Мгм. видится. Ближайшие при этом это может быть там 50 лет, но я это так вижу. И что хотелось бы сохранить для последующих поколений, потомков, чтобы они знали вообще, какая была специфика тех или иных обрядов, традиций, обычаев и прочего. Мгм. Вот. И, конечно, горный ландшафт, он нам позволяет очень много интересного сегодня, во-первых, реконструировать, а во-вторых, запечатлеть, потому что, ну, представьте себе, не знаю, как вам это по ощущениям, но для меня, когда в результате археологических раскопок вдруг из недр культурных слоев земли поднимается на поверхность очередной артефакт, Мгм. который может о многом свидетельствовать. История его может быть тысячелетняя. И те же Мгм. самые бесконечные петроглифы и так далее. Был проект петроглифов, кстати, раз я о нем говорю, который представлен был у нас с замечательным сообществом историко-географическим Дзурзуки. И Мгм. работу, которую они проводили на протяжении длительного времени. И прошлогодние мои экспедиции летние тоже пополнили материал петрографического письма, которое было представлено в виде выставки, проходившей здесь, в Москве, в культурном центре «Меридиан». И вот совершенно недавно мне прилетело письмо, так скажем, от сотрудников этого центра, и они, ну, условно, читали с тем, какая была активность. То есть вот эта выставка вызвала огромный резонанс, огромное восторженные отклики, при том, что это были такие фотографии, очень неплохо оформленные. Стенд состоял там порядка из 24 фотографий, и да, к этому был бы безумный интерес. Настолько, что потом меня попросили вообще провести лекционное мероприятие. И лекцию я провела, завершилась выставка после 2 недель работы. В отчетах фотографий было огромное количество людей, которые посещали, смотрели, наблюдали. И, конечно, это дает такой стимул на этом не останавливаться. Мгм. Вот. Ну и еще один проект в этом году в моих огромных планах, потому что был заказ. Это к вопросу о каких-то заказчиках, которые могут по тому или иному направлению, теме, допустим, проявлять интерес. Есть замечательное издательство «Миф», в Москве, которое публикует нон-фикшн и прочие, значит, интересные такие книги, работы, издает потрясающие даже по качеству своему издания. И вот они недавно со мной связались по поводу того, что им очень интересна тема мифологии ингушей, Мгм. что у них еще вообще кавказских изданий не было, и вот я у них таким вот буду стартапом, скажем. И к 1 августу должен быть в моих планах и в их планах в том числе готовый уже проект Макет. книги, да, то есть макет
с текстом, над которым я буду работать летом. Поэтому это лето будет не менее эмоционально и трудоемко нагружено, как это было прошлое лето. Но я вижу результаты прошлого года экспедиций и вот этой трудовой деятельности. Там было все очень позитивно, поэтому, наверное, я думаю, что этот год будет тоже результативным. Ждем, ждем. И фильмы, и книги. Это Да, прям да, очень да, интересно, на самом деле, я думаю. Нам этого на самом деле не хватает, мне кажется. Особенно да. вот ты как человек науки и этнограф, какое ты понятие даешь, кто такие ингуши, какое определение ты им даешь сама? Вот в науке там вот. Мгм. Я всегда любую лекцию, посвященную ингушской культуре, хотя само понятие ингуши я не сильно люблю применять, но общепринятая тенденция, что нас понимает как этнос именно под этим названием. У нас есть замечательный этноним, самоназвание, которое фигурирует как Агалгай. Поэтому я начала вот этот тренд запускать в медийном пространстве и всегда пояснять, что мы называем себя Агалгай, да? Поскольку вот это звучание русскоязычной аудитории не всегда может произнести, я им даю галгайское вот это Мгм. вот понятие, но чтобы это закреплялось в сознании, что этноним там гораздо более содержательный, потому что по самоназванию этноса очень многое можно раскрыть в дополнение ко всему имеющемуся. Поэтому, когда я начинаю любую лекцию, посвященную ингушам, значит, озвучивать, я прежде всего отмечаю автохтонность ингушей. Это аборигенное население Центрального Кавказа, хотя сегодня вот это есть такая градация: северо-восточный, северо-западный Кавказ. Нет, ингуши проживали и по сей день, эту территорию можно таковой обозначить, Центральный Кавказ. Аборигенность этой культуры определяется большим пластом материальной составляющей, духовной составляющей. К материальной культуре мы относим различные памятники каменного зодчества, причем мы привыкли, что это, как правило, зодчество, которое наземное, но у нас достаточно интересный пласт еще подземных построек, и об этом, возможно, чуть позже скажу. К духовной культуре, помимо религиозных воззрений, которые здесь имели, ну, потрясающий, уникальный характер и масштаб, потому что это был не просто центр, это было место, куда фактически направлялись паломники в разных, как говорится, характеристиках своих, так же, как это было место решения демократическим образом судебных вопросов, и это тоже был такой, в общем-то, локальный регион, который привлекал к себе пристальное внимание. То есть имеется в виду, рядом расположенные народы нередко его посещали в этом отношении, потому что здесь были ключевые аспекты. Это центр религиозный, это центр судебный, назовем это так, в правовом отношении. Да. На сегодняшний современный манер можно было бы сказать, что Центральный Кавказ выступал условно федеральным центром, но только Мгм. на юге, соответственно, да, и в условиях той дороссийской истории на Кавказе, скажем. Это во-первых. Во-вторых, когда мы говорим об ингушах, мы должны понять, что это особая этническая группа, которая сохраняет очень важные составляющие в генетическом отношении, во-первых. Во-вторых, это закрытая группа. Закрытая группа с терминологией социологической, такой всем нам известной, есть понятие, да, то есть закрытые общества, открытые общества. Чем они характеризуются? Тем, что либо там возможна какая-то мобильность, либо этой мобильности нету. Вот закрытый тип общества ингушей предполагал, что здесь нету каких-то активных смешений с другими этническими группами, да, соответственно, когда мы обнаруживаем, там, допустим, в этногенезе особенности, то здесь нет каких-то таких явных смешений, которые могли бы свидетельствовать о том, что кто-то каким-то образом сформировал этот этнос. Этногенез здесь носит местный характер. Но, как показывает любая практика, а есть такое направление антропогенез и расоведение, да, безусловно, миграции определенные были, но они были настолько в глубокой древности, что с таким же успехом любой народ может это обозначить. Да? То есть, но миграции могли быть как из одного региона, пускай мы возьмем с вами там ту же самую условно Африку, поскольку многие исследователи линии расоведения убеждены, что первый человек появился где? На территории тропической Африки. Климат и география позволяли сформироваться здесь человеческой культуре. Это мы сейчас обращаемся к науке условно. Но потом же миграция происходила, и она происходила и на Юго-Восточную Азию, и происходила
происходило к островам там, Полинезии, Микронезии, Меланезии, никто этого не отменял. Но нужно понимать, что миграция, даже если была, какие были последующие процессы. То есть эта культура, если мы говорим о Галгай, она сформировалась здесь, она была в таком закрытом кавказском хребте, я его называю, потому что фактически это такая чаша, внутри которой варился собственный этнический сок, и он сформировал вот те самые фундаменты традиционной материально-духовной культуры, которая на самом-то деле, если хорошо посмотреть, очень качественно сохраняется по настоящее время. Да, безусловно, что-то трансформируется, потому что мы не можем исключать там глобализацию, миграцию, исламизацию и так далее, так далее, так далее. Но тем не менее, вот этот корень, он остается здесь. Поэтому ингуши — это автохтонное население Центрального Кавказа, которое прошло свой собственный путь этногенеза и заложило основы местной культуры, которая позволяет ингушам, несмотря на различные события, катаклизмов, которые нам известны и по 20 веку, и по предыдущему периоду, самосохраниться. А это говорит о том, что этот инструмент гораздо более какой давлеющий. Значит, есть что-то, о чем ингуши даже, возможно, сами еще не сильно подозревают и думают, но на уровне чуть ли не генетическом этот процесс происходит, и он позволяет сохраняться ингушам даже после депортации, после репрессий, после многочисленных войн. Возьмем с вами Средневековье, после Тамерлана Хромова, Тимура Хромова, после татаро-монгольских завоевательных походов и прочих составляющих, которые носили деструктивный характер. И каждый раз у меня уже нет в этом смысле совершенно никаких сомнений, как будто бы история целенаправленно пыталась уничтожить именно ингушское население, галгайские общества, поскольку, достигая определенный численный состав населения, наступали периоды катаклизмов, которые срезали, я не побоюсь этого слова, львиную долю части населения. И потом вновь происходил восстановительный процесс. Поэтому, когда сегодня вот в медийном пространстве очень любят говорить о том, что ну вот вас же мало, какой вы условно там ингуши можете быть этносом. Но мы же говорим не о количестве, мы говорим о качестве. Это всегда было в цене, как правило, да, во-первых. И во-вторых, мы должны понять, что любые процессы, которые носили деструктивный характер, как войны, завоевания, депортации, чума и прочее, конечно, они, естественно, били по людскому ресурсу. А восстановление происходило тяжело. Почему? Потому что ингуши никогда не принимали в свою культуру каких-нибудь представителей других культур, тем самым пытаясь увеличить численный состав населения. Это в отличие от других соседствующих с ингушами народностей, в результате которых их количество может быть 1,5 миллиона. Но мы опять говорим, что речь идет не о количестве, а речь идет о качестве. И в этом смысле, да, здесь сохранность базовых принципов, именно понятие «галгай», оно сохранилось лучше, чем любые другие понятия, которые мы можем обнаружить в культурах, где смешения были не исключением. Про понятие «галга» мне вот интересно, мы с тобой уже говорили про это. Все, в основном идет так, что думают, что само название ингушей произошло от слова «гала», от гал башни. А от тебя я услышал, что нет, на самом деле все-таки скорее наоборот может быть. То есть это Алай были до, и поэтому начали так называть башни. Или как? Ну, во-первых, по логике вещей, если мы разложим даже вот попытку интерпретировать это понятие, получается, что сначала появилась башня, потом появился народ. Правильно? Ну, по сути, да. Да, по сути, получается так, да? Но это неправильно, потому что, понятное дело, что эволюция каменного зодчества, она проходила разные этапы. Так же, как пирамиды строили. Чтобы вы понимали, вот эти великие замечательные пирамиды на территории Северной Африки, которые нам известны как Хеопсы, они не построены так, что вот не было прелюдий какой-то там каких-то этапов знаний, навыков, опыта. Нет. Первая пирамида вообще была весьма убогая, называлась она пирамида Джосера. Она была ступенчатая и очень неудачная. Поэтому, конечно, когда мы говорим о том, к чему мы привязываем этноним, мы должны понимать, что смысл там более глубокий. Безусловно, понятие «гал» и «гала» дословно переводится как «башня». Причем жилая башня, сторожевая боевая башня и там, полубоевая башня – это же тоже 3 категории. У каждой из них тоже есть свое название. Воу или
Волнушки, нам всем известный как одно из чудес России, оно является амплуа военной в этом смысле, да, боевой башни. Поэтому нельзя исключать еще имеющиеся версии на этот счет. На мой взгляд, чем больше мы уходим вглубь веков, тем больше у меня вызывает убежденность в том, что понятие Алгай воспроизводно от более сакрального смысла, чем... То есть это духовная часть культуры, а не столько лишь материальная. Мы не исключаем, но еще можем дополнить эту версию. Потому что в условно-религиозных воззрениях я не называю принципиально это язычеством по одной простой причине, потому что древние религиозные воззрения ингушей уже выделяли в пантеоне духов бесконечных природы, то, что мы называем центральным божеством. Как мы знаем, это понятие Дьяла, который сегодня все используют и не понимают, что это отсылка, собственно, к тому, что с ингушского языка речь идет о централизованной божественной фигуре, назовем это так. Но дело в том, что понятие Дьяла тоже является в эволюции своей, значит, переходным моментом, потому что очень интересные описания, которые упоминаются, каким образом совершали ритуальные обряды и различные жертвоприношения в эпоху, скажем, как раз народных религиозных воззрений предки ингушей, там упоминаются восклицания гела, вот это вот гела, гала и так далее, это как раз является божественным вот смыслом. То есть люди божественного происхождения, другим образом, когда выделяя центральное божество, которому они совершали свои многочисленные ритуалы, обряды, паломнические мероприятия и прочее, в этом отношении они себя к этому очень сильно привязывали и считали, что они действительно здесь появились, на этой территории, в связи с тем, что Богом эта территория была для них выделена, ну, скажем так, в специальном амплуа. Поэтому Галгай, от Гала, Гела, это может быть вполне логичным объяснением, потому что в целом тяготение к монотеизму, оно прослеживается по всей линии древних религиозных воззрений ингушей. Да, были другие, собственно, институты, но условно назовем их таких духовных сподвижников, что в настоящем современном северокавказском суфизме нету посредничества, все те самые хаджи, кунта-хаджи, Дени Багаудин Арсановы, да, и так далее, они же тоже выступают, как будто бы, ну, вот этот вот посреднический момент, через которых происходило познание в новой религии. Поэтому, конечно, какие-то там тушоли и прочее, они выполняли определенную роль, но она была вспомогательной. Но выделение центрального божества, название которого меняется в связи со временем, событиями, звучанием и так далее, свидетельствует о том, что, скорее всего, этот этноним имеет гораздо более глубокую историю, чем мы это понимаем на сегодняшний день. То есть уже тогда, я же правильно понимаю, уже тогда, получается, закладывался у ингушей такой монотеизм, по сути. Совершенно верно. То есть, а сейчас ингуши, как правило, понимают понятие дьявола как перевод, как бог. Да. А оно имеет настолько Глубокое... глубокие корни, и чуть ли не само название ингушей произошло оттуда. Да. Невероятно. Но это как условно тоже понятие, вот когда говорят там в русскоязычной среде «Господи, помоги», да? Вот это слово «Господи» предполагает как раз понятие божества, но на русский манер, да, на там древнеславянский манер. Возьмем с вами там иудейского Яхву, да? Это иудейская традиция обозначения Бога на древнеарамейском или там иудейском уже языке, восстановленном в поздний период. Или возьмем там понятие Аллах. По идее, Аллах – это понятие просто единого божества в семитском языке, потому что речь идет об арабском языке. И все. То есть, когда мы обозначаем эти понятия и говорим «Аллах знает лучше», допустим, да, там, или «Аллах велик», мы предполагаем, мы просто предполагаем, что это мусульманское вот это вот понятие, да, действительно, но звучание – это арабского языка. Поэтому дьяла – это ингушский язык, это ингушское понятие центрального бога, которое, когда мы сегодня применяем, ничем не противоречиво тому понятию, к которому мы прикладываем там, в другой религиозной культуре. То есть, говоря Аллах или говоря дьяла, мы понимаем кого?
условно, единое божество. Мгм. Но корни, которые уходят в дьявола, они более интересны в этом смысле с точки зрения истории религиозных воззрений, но при этом ничем не противоречить. Мы должны понимать, что это специфика языковой особенности. И есть слова, которые просто не могли быть стерты с практики своего бытования и существования только потому, что они отвечали за духовную жизнь. Как правило, везде, вот я говорю, вот я ингуш, и меня спрашивают, а вот в чем особенность, в чем культура? И самое первое, что приходит в голову, и в целом даже часто сталкиваюсь с тем, что вот рассказывают, вот мы с тещей не видимся, все, это вот самое первое, что сказать, что вызывает как бы реакцию. Вот помимо этого, какие есть еще у ингушей традиции, которые выделяют нас на фоне других кавказских этносов? Мгм. Какие есть традиции у ингушей еще, таких яркие, можно сказать? Яркий, могу сказать, это просто межгендерный диалог. Это субординация между старшим и младшим. Она вроде как фигурирует везде, Везде, да, да. уважительные отношения. Мгм. Но уважительные отношения просто потому, что ты уважаешь человека, и уважительные отношения в нюансах, как ты приветствуешь. У нас очень интересный такой момент. Я думаю, что ты, наверное, тоже обращал внимание. К молодым людям, к своим сверстникам, плюс-минус, мы можем здороваться на мусульманский манер, да, Да. то есть говорить «ассаламу алейкум», Да. да, но к человеку, к преклонном возрасте мы Не такое не допускается. скажем. Мы Мгм. скажем «сейдикхал», да, там, или «дадикхалха», да, приветствую тем самым и желая ему, по идее, то же самое, что в транскрипции арабо-мусульманской, вот, да, то есть мира и благоденствия, но еще плюс желая ему хорошего утра, дня и вечера. Ну, это же тонкая грань. И это то, что очень хорошо сохраняется в ингушской традиции. Да? Это субординация на таком, знаешь, очень тонком, таком, на тонкой материи, да, Да, отношений. да. Второй момент. Это то, что у меня бросается в глаза, это понятие «ирвагар-магвагар». Мгм. Как бы это ни говорили, то есть места почетные, места, которые являются хозяйственными, то есть Да. когда ты являешься человеком, представляющим этот дом и так далее. В других культурах это вызывает какую-то панику, начинает определяться там, и очень часто человека сажают куда-либо не по возрасту, а по каким-то его, ну, достижениям. Там, допустим, он там крупный бизнесмен и прочее, Мгм. прочее, может сидеть в почетном месте, а старейшина может сидеть вообще непонятно в каком таком вот какой-то локации. Но у ингушей это происходит на уровне автоматическом. Ни у кого не вызывает вопросы, куда кто должен сесть. Сам ингуш знает, куда ему надо сесть. И знает, куда посадить того, кто оказался в этом доме в качестве гостя. Ведь нередко бывает такое, что это могут быть два родственника, где-то равнозначные по статусу своему. Но нужно это сделать так, чтобы не обидеть, не Мгм. задеть. Тем самым ты показываешь свою компетентность, свое отношение и не создаешь неуютную ситуацию между двумя людьми, которые находятся вот плюс-минус. Особенно это заметно на свадьбах. Захлыш. Да? Вот это первое, что бросается в глаза. И как виртуозно ингуши справляются с этим функционалом, я каждый раз, когда наблюдаю, я поражаюсь вот этому. Это такое ощущение, как будто бы на уровне крови, понимаете, на автоматическом таком уровне происходит. И это нигде не наблюдается. Вот такого рода тяготение к тому, чтобы это обязательно принципиально сохранить. Еще моменты, которые, наверное, это же не традиция, это немножко другое, что более глубоко по смыслу содержательно. Пока в других культурах, во всех культурах, рядом расположенных с Центральным Кавказом, где проживали алгай, формировались различные сословные группы, страты общества, князья, лорды, герцоги и тому подобное, как угодно можем это с вами назвать, да, когда формировались различные социальные группы, в Ингушетии, вернее, среди алгай такого понятия не было. Алгайские общества никогда не подвергались стратификации своей по принципу «я знатный, ты менее знатный, я почетный, ты менее почетный, я условно являюсь там представителем какого-то княжеского рода, тейпа и тому подобное». Вот такого не было. И да, это по сей день сохраняется. Равнозначность и равноценность представителей этой культуры, она наблюдается даже на уровне каких-то очень важных событий. Когда человек разговаривает с другим человеком, он может быть, допустим, по статусу, не по сословию, да по статусу, там, глава региона. Мгм.
Мгм. Но мы знаем очень много случаев в Ингушетии, когда никого не останавливал этот принцип говорить совершенно на равных, совершенно на Я просто равных. вспомнил события 18-го года. Да, они сразу вкрапляются в память, да, действительно Да. визуализируются и так далее. И причем я как-то упоминала в одном интервью, которое почему-то вызвало резонанс, не знаю, возможно, из-за малой компетентности критиков, но даже положение женщины очень интересное выполняет роль в Ингушетии. И, конечно, вот все эти процессы там экономических отношений, новых, урбанизации накладывают отпечаток, но тем не менее я хочу сказать, что женщина в возрасте, которая воспитала не одно потомство, то есть это ее дети, внуки и правнуки, которые действительно с каким-то достоинством, без каких-то проступков в своей жизни, ну как-то известны вот в массе своей, в обществе своем, они вызывают не столько они уважение, сколько та женщина, которая явилась, назовем это так, родоначальником. Почему? Потому что у нас все по женской линии является ключевым в воспитательном институте. То есть, когда сватают, не спрашивают, кто такая девушка. Даже мать ее могут не спросить, но бабушку спросят. Почему? Потому что хадуаждес, как говорится, да, то есть от чего пошло начало и кто выполнял вот этот вот воспитательный функционал. Если эта женщина была известна своим благим нравом и прочим, это не вызывало ни у кого сомнений. И я сейчас не просто голословно. Дело в том, что, ну, условно, свою юность, ну, которая у меня проходила в Ингушетии, я очень много проводила в таких районах, как, например, станица Нестеровская, да, она известна тем, что здесь очень такое, более отличающееся там от городской среды общества, да, то есть там до сих пор действительно активно ведут животноводство, там очень близкие родственные связи, люди живут по принципу, что занимают целую улицу одна фамилия, один род, да, то есть и ты приходишь в гости, тебе надо по всей улице пройтись в конечном итоге, чтобы никого не обидеть, и не дай бог, если кто-то знает, что ты кому-то зашел, к другому не зашел. Я хочу сказать, что я очень часто была свидетелем того, когда ты по традиции заходишь, и сидит женщина. И вот заходит молодой мужчина, она в преклонном возрасте. У нее там условно трость в руках, ноги Да. у нее больные, она не может встать. Но какого бы возраста ни заходил мужчина в этот двор, она обязательно пристает, Да. проявляя знак уважения. И нет никакой отсылки к ее самочувствию и прочему. Это во-первых. Во-вторых, как мужчины уважительно относятся к ней, как они начинают ее расспрашивать о том, о сём, и еще очень много диалога происходит по принципу там истории, не знаю, там периода депортации, Да. там, не знаю, 40-х годов, малгобекских событий, операции, когда там отстаивали Малгород, Малгобек и так далее. Знаете, сколько таких событий имеет место быть? И это говорит об особом положении. Поэтому не знаю, почему как-то скептически отнеслись к этим словам, но я перед своими глазами неоднократно видела эти примеры, и они меня поражают. И вот эта бессословность, это та самая традиция, которая до сих пор сохранилась. Не случайно по этой причине только в Ингушетии, вот если мы берем все регионы Кавказа, сохранился такой замечательный институт правового такого характера, как Мекхел. Он может существовать и мог существовать только в культурах, где все были равны друг перед другом. Потому что в конечном итоге решение принималось коллегиально. Вот этот момент, он является еще одним дополнительным подтверждением, на мой взгляд. К слову про статусы, но у нас зато есть понятие бехки хлыш. Да. Да, вот это вот то, что я родственником со стороны мамы обязан больше, чем родственник со Да. стороны папы. Да. Это есть такой замечательный момент. Есть даже истории очень такие юморные, когда шла, значит, женщина, у нее, да, внук, да, там один, значит, по ее линии дочери, второй по там линии сына, и вот этот момент, я думаю, все его знают, как кому, кто ближе, как воспринимать себя и так далее. Это есть такое, но бехки это не сословный статус, Да, это семейные отношения, да, это семейные отношения. И это та самая тонкая материя, которая задает некий шарм, потому что, ну, я думаю, что ни для кого не секрет, кто является представителем большой семьи, как любопытно и интересно играть на этих началах. Когда ты знаешь, что здесь у тебя определенные отношения, тут у тебя складываются, на кого ты можешь в большей степени опираться, с кем тебе надо придерживаться позиций, вот кого ты этих можешь вот. позвать
позвать, помочь помочь там, позвать, да, да, с да. кем тебе придется быть очень аккуратным, просто чтобы вот. Но это же в этом и есть прелесть. Мгм. Это те самые табу, которые могут функционировать только в очень ортодоксальных и очень древних культурах. И они определяют, ведь если очень хорошо покопаться в этих традиционных аспектах взаимоотношений людей вот внутри каких-то кланов, систем и так далее, мы обнаруживаем, что оказывается это, чтобы сохранять хорошие отношения, чтобы, допустим, не пересекались границы. Вот почему, вот опять возвращаясь к замечательной традиции ингушей, когда зять не встречается с тещей, а еще же с тестем. Ну Почему-то да. о тесте все умалчивают, как будто с тестем он на «ты», а все остальное замыкается. Нет, на самом деле он не общается и с тещей, более того, и со всеми остальными родственниками. У него нет такого любвеобильного, скажем так, взаимодействия активного, потому что придерживается вот именно того, что мы называем эхетер, да, то есть Да. это сдерживание вот этих более интимных составляющих поведения для того, чтобы не нарушить законы равновесия и гармонии, которые так важны в Ингушетии. Ну и, конечно, поэтому нету анекдотов про тещ. Ну да. Соответственно, это первый комментарий, который очень часто прилетает, Да, когда да, речь идет да, об да. этом. Я говорю, у нас нет, я говорю, анекдотов про тещ, потому что тещи наши замечательные дитя в глаза свои не видят, да, да. Насколько вот в этих вот особенностях мы отличаемся от наших самых близких по культуре этноса, от чеченцев? Вот. Хороший вопрос. Ну, я сразу делаю принципиальную корреляцию, потому что мы совершенно два разных этноса. Это проявляется на уровне менталитета, это проявляется на уровне этнопсихологии. И не то чтобы я являюсь открывателем в этом смысле, много исследований проведено. Там та же самая Павлова Ольга Сергеевна проводила, известный этнопсихолог. Она проводила опросы в Чечне, проводила опросы среди ингушского населения. Она выявляла эти особенности, что есть определенное отношение к исторической памяти, определенное отношение к событиям, которые проходили в прошлом. То есть это очень важная составляющая, кто как реагирует на то, что происходило в истории его народа, да, кто больше помнит отрицательного и как это потом ложится фундаментом на его поведение в последующем, да, или кто, например, забывает и живет сегодняшним днем. Условно в событиях, там, допустим, ни для кого не секрет, что когда проходили военные кампании в Чечне, да, так называемые чеченские войны, тем не менее народ продолжал играть свадьбы, отмечать праздники и так далее, и так далее. То есть они сами выкладывают огромное количество информации. Видны эти фотографии замечательные, которые видно, что люди не сломлены войной, а продолжают, да, там, играть свадьбы, отмечать какие-то праздники, которые для их семьи являются ключевыми. Это в меньшей степени возможно наблюдать в Ингушетии. Я приведу свой личный пример. Я очень тяготела к тому, чтобы вот моя личная свадьба состоялась в полной мере в соответствии с теми канонами, которые существуют в культуре. Условно, сходить к роднику, набрать ту самую воду, да, чтобы была лезгинка, вот этот вот лоузер так Мгм. называемый, чтобы прочие традиционные аспекты были в полной мере включены. Но многие из них пришлось избежать. Почему? Потому что рядом происходила трагедия. Там недавно были похороны, и теперь нельзя было никакие увеселительные моменты демонстрировать, вот, казалось бы, на другом конце улицы, тем самым не уважив вот те события, которые здесь происходили. И это вот на этом уровне. Представьте себе, как если бы мы говорили о каких-то войнах, катаклизмах и так далее. Здесь это было бы в меньшей степени. Почему? Потому что другое отношение к событиям, другое восприятие происходящего и так далее. То есть более легкое, наверное, более такое, наверное, отношение к жизни мы наблюдаем там у соседей. Они могут одновременно с катаклизмами продолжать жить эту жизнь в той полной мере, в какой живет любая другая культура в статичные времена. У ингушей в большей степени сохраняется в исторической памяти, этому есть исследования, я тоже их провожу, собственно, те события, которые накладывают отрицательный отпечаток, да, то есть это помнится лучше. Не случайно по этой причине у нас в памяти всегда очень хорошая отсылка. Если кто-то где-то
кавычках накосячил, да, ему обязательно это припомнят, да. О, да. Да, и это одна из причин, между прочим, это я уже беру маленький пример, там большими могут быть там кровная вражда и прочее, по которой люди вынуждены были что делать? Перемещаться, мигрировать на ту территорию, где там проживают те же самые соседи. Поэтому, да, ингуши сами в своем этногенезе совершенно автохтонны. Но ингуши оказывали влияние сами по себе на этногенез рядом с соседствующими этносами, да, народами. Поэтому почему мы там видим у каких-то соседей типичные для ингушской, для галгайской культуры башенные постройки. Потому что это те самые ингуши, которые в результате кровной мести и прочих событий, каких-то проступках, были вынуждены перемещаться туда. Но по привычке своей они хотели жить так же, как в башенных комплексах, жить хотели они с учетом их традиций. Никто не умаляет языковых особенностей, поэтому Алгай перемещался алгайский язык вместе с ними, да, и так далее, и так далее. Не случайно по этой причине там говорят о нахской культуре, нахском языке и так далее. Да, потому что субстрат, основание, то есть вот это вот дочернее, что называется, не дочернее даже, а материнская плата, оно будет базироваться именно на Центральном Кавказе, то есть там, где проживали галгаи. Поэтому вот эти обычаи, традиции и вот менталитет отличающийся, да, он держится, во-первых, на принципах исторической памяти, отношение к событиям, как мы относимся. Мы до сих пор можем помнить события 40-х годов, мы очень хорошо помним события 92-го года, да, и даже события, там, условно, 2000, если мне память не изменяет, там, 4-3 годов, когда там РУВД было взорвано, помните, да, там огромное количество представителей соответствующих служб, да, в результате нападений и теракта. Люди это помнят до сих пор, потому что в малых культурах, опять возвращаясь к количеству и качеству принципов, да, всегда индекс сохранности исторической памяти и преемственности гораздо выше и больше. Он всегда здесь важен. Тем более, когда они приветствуют эту закрытость в некотором смысле, да, и консервативные взгляды. Еще один момент – это, наверное, отношение к браку. Да. Как я уже говорю, все-таки ингуши приветствуют внутриэтнические браки, да. Хотя есть склонность к полигамии, она, кстати, существует здесь еще до исламский период. И вызвано это было тоже рядом событий, той самой принципиальностью. Я очень много знаю историй, где условно, там даже вот из истории дедушки моего супруга, который просто из принципа решил жениться на второй, там, допустим, женщине, девушке, да, то есть заключил там полигамный брак. Абсолютно не вызванный ни полигамностью мусульманской традиции, ни чем-то иным. Просто решил, что это надо реализовать в любом конечном случае. Да. И это только одна история из ряда многочисленных, да, которые можно привести в пример. И это означает, что это отношение. Но опять, это не носит массового характера. Это не носит массового характера. И этим мы тоже отличаемся. Плюс ко всему, ингуши редко какую-то извне чуждую культуру примыкали к своей, да, это редко было явление. Зато соседи делали это с большим удовольствием. Собственно, продолжают делать и по сей день. То есть любые культуры, которые рядом находятся, они поглощаются и потом преподносятся с течением времени как своя собственная, там, национальная. При этом это может быть совершенно тюркский компонент, понимаете, или там какой-нибудь другой компонент и так далее. Даже тот факт, что Ближний Восток оказывал долгое свое и такое фундаментальное влияние на формирование вот этого кавказского характера, в целом имеется в виду там народности, культуры, религии, языка и так далее. Тем не менее, те народы, которые здесь численно немногочисленны, извиняюсь за тавтологию, да, и консервативны в каких-то своих принципиально важных составляющих, они, как правило, уже действительно сформировали свой собственный культурный код. Вот. И у ингушей он ярко выражен. Он также ярко выражен у черкесов, мы, если понаблюдаем, ярко выражен. Мы видим эту особенность, и черкесы – это, наверное, один из самых
пострадавших народов, населяющих современный Кавказ, и не все черкесы вернулись, как известно, на Кавказ, да. Той исторической родины они не имеют, которая была в масштабах. Черкесы занимали огромную территорию на Кавказе, и это еще одна трагедия. И для них это в исторической памяти, кстати, точно так же, как и у Алгай, имеет важное значение. Она определяет их предпочтения и так далее. И сегодня среди всех народов Кавказа, которые я наблюдаю как этнолог вот в различных там процессах культурных, мне видится, что черкесы принципиально ставят вопрос сохранности своей языка, культуры, материальной составляющей, духовной, будь это танцы, допустим, религиозные составляющие, прочее, прочее, прочее. Поэтому вот, а черкесы — это же огромный пласт. Адыги, шапсуги и так далее, и так далее. Это культурный пласт массивный, поэтому для них это тоже принципиально важно. В этом смысле мы с ними, например, смотрим на там, этническую культуру, наверное, плюс-минус одинаково. Да. У ингушей близкие, скажем, такие есть особенности с грузинами по той же самой причине, потому что контакты были длительное время. Вообще, подытоживая вот этот вопрос, я скажу так, что чем больше культуры находятся в сопряжении друг с другом, тем более ярче будут процессы диффузионизма, когда происходит взаимопроникновение элементов культуры, да, то есть из одной в другую, потом их там растворение, поглощение и прочее. Есть школа диффузионизма в этнологии, в этнографии, и она об этом ярко свидетельствует. Поэтому то, что у чеченцев есть какие-то общие черты с ингушами, это связано только с тем, что они, да, здесь имели сосуществование. Плюс ко всему очень много ингушей, как я уже объясняла, да, по ряду причин находились или там перемещались вот в те пределы, в которых сегодня существует та самая Чечня современная. И, конечно, взаимодействие происходило. Это накладывало и особенность на язык, на башенную культуру и прочее. Поэтому это не исключать такое совершенно нельзя и невозможно. Это данность. Это данность. Мгм. И по сей день, как известно, ингуши, опять в отличительном отношении, не сильно любят что-то извне и больше сохраняют свое. А самое древнее упоминание ингушей Галгай, с которым ты сталкивалась в процессе работы? То есть где вот самое древнее, где-то в документах и так далее? Я скажу так. Во-первых, под этнонимом Алгай нужно понимать, что попадает огромное количество обществ, которые проживало здесь. Понятие этноса народа, да, это надо обязательно объяснить, потому что понятие этноса народа, оно формируется в поздний период. Но потому что люди в какой-то момент из-за внешнего фактора, врагов, там, событий, колонизации, объединяются или их объединяют для того, чтобы определить вот эту новую там, среду их обитания. Поэтому дагестанцы, потому что Дагестан, да, понятное дело, там, условно Ингушетия, потому что ингуши. Но до этого в Дагестане аварцы, табасаранцы, лакцы, кумыки, нагайцы. И то же самое в Ингушетии, это могут быть различные группы. Сюда относились дзурдзуки, сюда относились кисты, сюда относились все жители, которые сегодня мы знаем эту территорию как Джирахский район, например, да. Мы не забываем о территориальных образованиях. Тот же самый там Эгикал, например, Таргим, Джайрах. По идее своей это были общества, которые проживали вот в такой вот воспроизводной. Орсхой, те же самые, да. Это все являются галгайские общества. Они все говорят на одном языке, они поклоняются одному религиозному компоненту. И более того, немножко, наверное, опережая этот вопрос, сразу подчеркну, что в древности религиозных споров никаких не было. Это означает, что все они себя воспринимали как единый там, этнический субстрат. А локальность отдельная была вызвана чем? Прежде всего тем, что любое территориальное образование определялось кровным родством. Это чтобы исключать внутри семейные, внутри близкие, родовые что? Брачные союзы. То есть настолько это было логичным. По сей день же это принципиально важно. Когда два ингуша знакомятся, да, друг с другом, первое, что спрашивают, «Хоханяр тайпавы», то есть какого ты рода, из какого рода. Для чего это делается? Либо сразу сложить добродушные отношения, очень близкие, потому что выясняется, что я Чебиева, там,
там условно Парчи, Асканов там, или парчи. какой Парчиев, да, Да. и мы там имеем общего предка там Оздоева, да, Мгм. все. Вот она уже выстроена, ниша наших взаимодействий. В Да. ближайшей перспективе пока что-то не изменится. Если это разные, то, понятное дело, тут уже проявляется какой-то интерес. Что, кто, зачем и почему. И это всегда имело большое значение для того, чтобы понимать в потенциале, какие у нас могут быть выстроены связи. Можно ли рассчитывать на Да. твою дочь или моего сына, например, что они когда-нибудь там породнятся, или наоборот, это надо максимально избежать из-за близкого родства. Мгм. Поэтому территориальное образование – это принципиально, конечно, место заселения этого района, значит, этого поселения, это наличие родовой башни. Никто из тех, кто сегодня говорит о том, что у них есть башенная культура, не может сказать, какая башня является его родовой, кроме ингушей. Мгм. Я сегодня смело могу сказать, где моя родовая башня. И смело, потому что я знаю. Я думаю, что Я ты тоже тоже я с тоже таким же могу. успехом это сделаешь. Могу, И да. любой ингуш. Также ингушей очень хорошо вот это работает эта память о событиях, в которых они сами не участвовали, в плане каком, что это история предков, но она настолько красочно передается из поколения в поколение, что когда я сажусь и рассказываю о событиях того, что делал там условно мой предок Иглау Чебиев, да, то такое ощущение, что это был не он, а я, понимаете? Просто потому что это эмоционально, и мы гордимся этим содержанием смысла и так далее. То же самое здесь происходит. Поэтому когда мы задаем вопрос о самом раннем упоминании, само раннее упоминание не будет фигурировать как алгай. Мгм. Оно будет упоминаться как кисты, как дзурдзуки, да, там, и так далее, и так далее. И в этом смысле мы можем уходить в очень интересный период, вплоть до античности. То есть вплоть до античности, потому что античность – это римляне, это греки. Значит, я уже молчу о том, что генуэзцы, итальянцы неоднократно были на территории Ингушетии, горной Ингушетии, да, то есть им это было очень любопытно. В поздний период, как только происходит христианизация, принятие христианства в качестве государственной религии в Армении, это IV век нашей эры, если мне память не изменяет, и в последующем Грузии, их наиболее просвещенная часть населения, это, как правило, религиозные деятели, они путешествовали, и они тоже очень активно исследовали эти регионы, потому что здесь были потрясающие памятники, потому что Центральный Кавказ выделялся тем, что это было место сосредоточения различных торговых путей. Мы не забываем об открытии истории шелкового пути, да, вот именно через как раз Мгм. ландшафт Горной Ингушетии, в том числе и плоскостной ее части, и так далее, и так далее. Поэтому невозможно сегодня сказать, какая там условно самое крайнее, самое последнее упоминание вот именно в эпоху там дальности своей, но то, что античный период упоминает нас, это совершенный факт, потому что многочисленные исследования этногенеза, попытки определить, кто на какой территории проживал, уносят сегодня нас в источники периодизации античной эпохи. Да. Сейчас актуальная тема в целом для ингушей, для современников, да, в том числе, наверное, для потомков, национальная идея ингушей. Как бы ты ее сформулировала? Национальные идеи – это то, что я поставила бы в приоритете вопроса на обсуждение на всех уровнях, начиная от институтов официальной власти, республиканских властей, и заканчивая Советом тейпов. Почему национальная идея нужна и важна? И меня очень радует тот факт, что в Ингушетии начали об этом говорить, то есть в медийном пространстве все чаще мелькает такая фраза «вот мы без национальной идеи». Да, там мы, нам нужна и так Мгм. далее. Что такое национальная идея? Национальная идея – это стратегия развития этого общества, народа и культуры на ближайшие и долгосрочные перспективы. Потому что в национальной идее все это можно четко расписать. Национальная идея для ингушей очень важна в связи с тем, что у нас есть очень серьезные вопросы межэтнических отношений. У нас есть проблема территориального характера. Да? У нас есть территории, которые должны вернуться туда, где они являются ключевой гармоничной частью
этнической истории. Да? Это вопросы, которые будут подниматься неоднократно, но в стратегии своей они должны быть очень четко пролонгированы так, чтобы мы понимали прекрасно, что это будет конечным результатом развития народа. Дело в том, что сама сегодня республика на протяжении всего XX века всегда утрачивала, но ничего не приобретала. И прежде всего утрачивала в территориальных отношениях. А представьте себе, вот даже если мы закроем глаза на историческую важность, культурную важность, все остальное, современная республика очень маленькая, один из самых маленьких там регионов в составе Российской Федерации. Он молодой регион, не потому, что он образовался, нет. Да? Вот эти вот столетия, 200-летия — это такая игра в даты, которая на самом деле не играет никакой важной роли в отношении этногенеза. Мы уже определили, что это автохтонный народ. Но есть один важный факт, что молодой он, потому что огромное количество населения, ну, скажем так, доминантов населения в социологическом срезе — это молодежь. И да, это регион, который на протяжении уже последних 2 десятилетий, согласно переписи населения, статистическим, демографическим показателям, свидетельствует о том, что он самый высокий по уровню рождаемости. Окей, мы говорим о том, что он молодой, рождаемость здесь высокая. И теперь, куда деваться населению в тот момент, когда это уже будет перенаселенность? То есть на что тогда можно рассчитывать? У нас есть, конечно, Магаз, который строится как высокоурбанизированный город, и вот эти многоэтажные дома, которые на самом-то деле пустеют. Люди не хотят жить в многоэтажных домах. Ингушский менталитет – это менталитет большого пространства, в котором ты знаешь, что всегда твоя семья поместится, а еще многочисленные родственники. Да. И вот как это можно уместить, вот любовь вот к этому, стремление к этому, с территории, которая постоянно сокращается в своих пределах. Когда вы посмотрите на карту Ингушетии, вы видите, там появляется талия, знаете? Да. Это тот случай, когда не хочется ее иметь вообще, да? То есть это вот урезаемые территории, которые по большому-то счету являются колыбелью ингушской, галгайской цивилизации, я не побоюсь этого слова. Поэтому даже сегодня, когда ты оказываешься в регионах пригородного района, в районах имеется в виду, значит, этой территории, ты понимаешь отчетливо, во-первых, по признакам самых древних кладбищ, монументальной культуры и в целом очень большой стези исторических фактов, что это была территория происхождения этноса. И, безусловно, в стратегии национальной политики региона, как и в целом, если мы говорим об национальной идее, это не просто должно фигурировать, оно как будто бы в воздухе витает, но должны быть какие-то действия, предпринимаемые на этом пути. Да? Действия это могут быть заселение региона, да? Это популяризация темы, да? Это изучение этой темы, это отстаивание позиций и прежде всего это консолидация. Самая большая проблема современной Ингушетии – это не то, чтобы кто-то где-то что-то как-то пытается изымать из богатейшей культуры Центрального Кавказа в лице ингушей, а то, что сами ингуши не консолидированы на данном этапе. Многочисленные тейповые образования, многочисленные суфийские общины, многочисленные там сегодня уже даже внутри тейпа фамильные какие-то вот эти вот социальные группы, они деконсолидируют общество. Для того, чтобы была национальная идея, все должны смотреть в одном направлении. Поэтому прежде всего это чтобы все чувствовали необходимость защиты своей исторической правды, исторической составляющей, отстаивания территорий. Это полное и систематический контроль за памятниками, потому что самая большая проблема после консолидации ингушей это то, что памятники нашей культуры, которые являются ярким свидетельством, да, вот именно специфики нашей автохтонности и прочего, то, что сегодня у нас ее грабят. И грабят в прямом смысле этого слова. То есть когда чернокопатели и прочие занимаются тем, что выкапывают из недр культурных слоев наши артефакты и перепродают, продают, перемещают и так далее, и так далее. Поэтому это успешный материал для тех, кто приобретает этот артефакт, чтобы потом расписать свою, в кавычках, великую историю.
И обидно, когда это могут быть представители твоего народа. Да. И это свидетельство о том, что, да, в семье не без, как говорится, Да. проблем, да. Поэтому нельзя идеализировать в полной мере. Нужно говорить о проблемах и озвучивать их вслух. Потому что когда мы умалчиваем о проблеме, мы автоматически соучастники этих событий, да, то есть соучастники этого преступления. Озвучивая проблему, мы уже знаем, что мы начинаем ее решать. Поэтому национальная идея ингушей должна заключаться прежде всего в 3 ключевых аспектах. Это консолидация всех, да, понятие и принятие того, что мы потомки, и если мы гордимся историей своих предков, мы должны своим потомкам оставить то же самое. Это важный момент. Второй момент – образование. Что ни говори, как ни крути, для ингушей, с учетом территориальных признаков, которые мы сегодня имеем, отсутствие местной экономики и прочего, единственная ставка, которая может быть сделана, это на образование. Нужна грамотная, потенциально развивающаяся в различных специфических направлениях, те же самые IT и так далее. IT сегодня – это будущее. И поскольку мы знаем, что у нас нет территории ведения сельского хозяйства, животноводства, ведения какой-то локальной экономики, мы в этом специфику никакую не выдаем, у нас регион дотационный, значит, надо брать той ниши, которая является наиболее перспективной. И да, это будут вот эти вот, собственно, интеллектуальные направления. И очень хорошо, что у нас открылся центр компьютеризации, насколько мне известно, IT-школа. Меня это очень радует. Это совершенно грамотная ставка, которая сделана на этот регион. Это образование. И третье. То, что, наверное, очень сильно удивит, но я считаю, что без этого невозможно вообще говорить о будущем нации и народа. Здоровье. Прежде всего, это здоровье. И те, кто находится в Ингушетии, знают, какие проблемы со здоровьем. Не просто имеется в виду какие-то хронические болезни и прочее, а здоровье, связанное с алкоголизмом, с наркоманией и прочим, имеет место быть. И пока вот эта ниша не будет выделена в качестве ключевой, о здоровой нации очень сложно говорить. Здоровое будущее региона, народа, истории зависит напрямую от здоровья нации. Поэтому вот эти 3 составляющие. Я бы на это делала такую акцентную ставку, когда говорю о национальной политике региона, во-первых, и когда говорю об национальной идее. И да, это может быть примером для многих народов, которые живут в российской действительности, чтобы они понимали, что является ключевым. Мгм. Часто вот сейчас вот на медиапространстве замечают, что упоминается такая тема, как укрупнение регионов, то есть объединение с кем-то. Вот чем это чревато в целом, в том числе и для нас, для ингушей, в случае с кем-то объединят нас, если будут планировать, что с нами будет, чем мы рискуем? Мы можем гадалки не ходить в этом смысле. У нас есть уже опыт хороший такой, в кавычках, в этом отношении, и мы знаем, что мы имели по итогам и что мы потеряли по итогам. Поэтому вообще есть, конечно, витающий в воздухе такое понятие укрепления за счет регионов, которые, опять-таки, да, там являются дотационными или банкротами, как это принято сегодня называть. Но я сразу скажу, это приведет к возрастанию конфликтогенности, что современной России совершенно не нужно. Нам не нужны новые очаги конфликта на и так горячем Кавказе, да, в этом смысле. Второе. Лично для ингушей это будет уже совершенная в перспективе невозможность своей автономии и самостоятельности. После очередного укрупнения или объединения с кем-либо ингуши больше, если они окажутся поглощенными, то больше такой возможности, как иметь собственную республику, у ингушей не будет. И это надо понять. И это чем раньше будет принято и понято, я думаю, что тогда как раз в национальной идее возникнут главные сигналы. И еще один момент. Несмотря на индекс самосохранения, который среди ингушей остается очень высоким, никто не отменяет различные такие процессы, как целенаправленная ассимиляция, да?
целенаправленная интеграция, растворение и так далее, и так далее. Поэтому, да, есть перспективы того, что будут утрачены культурный код, о котором я сегодня говорила, как специфика вот значит, этой этнической группы. И это самое, наверное, страшное, что может случиться с ингушами, с Ингушской республикой, если хоть в какой-то степени, неважно в какой степени, произойдет ее слияние с кем-либо. Да. Имена тех, кто стояли родоначальниками, назовем это так, в образовании Республики Ингушетия, они заслуживают памятника при жизни и после. Это то, что является нашей самой важной сегодняшней, самым важным достоянием. Да? Это возможность говорить, что у меня своя республика, своя родина, у меня своя земля, свои башни, свои памятники. И да, я скажу то, что, возможно, вызовет некоторый резонанс, но это будет очередная возможность для тех регионов, с кем, если такое возможно в страшном сне представить укрупнение, просто переписать историю ингушей на свой собственный лад. И это будет большая трагедия. Это уже было сделано, но мы отстояли. И если это в перспективе рассматривать, то ни одной позитивной составляющей от этого момента не предвидится. И, во-вторых, мы не забываем, то, что было характерно для периода советской власти, сегодня в реалиях современности совершенно неприемлемо. И политический режим, политические установки, система законодательной исполнительной власти и многое другое, оно имеет свою специфику, потому что чем более отдален от федерального центра регион, тем более он, особенно с учетом вот этих традиций, обычного права адата, шариата, потому что здесь шариатские институты работают, и кади, да, как известно, тоже решают вопросы. Представьте эту принципиальную разницу между двумя регионами. И получается, одним с другими придется постоянно конфликтовать, потому что уже воспитано не одно поколение, которая знает, как решать свои вопросы. И ходить по острию ножа, укрепляя регионы, это самая плохая затея, которую можно себе представить вот в национальной политике нашего государства. Поэтому плюсов совершенно никаких. Я знаю, что ты работаешь в команде с реставраторами, которые у нас занимаются сейчас в горной части Ингушетии. Чем ты им помогаешь там? Как у вас проходит взаимодействие, работа? Ну, во-первых, нужно назвать имя Рамзана Султыгова. Это человек, который сделал и делает, и я очень надеюсь, будет продолжать свое дело. Я очень надеюсь, что он будет сидеть Да, он еще. обязательно Позвать его непременно, да, это будет один из самых потрясающих гостей эфира. Мало того, что он очень компетентен, так у него еще значительный опыт, еще, естественно, за пределами России. То есть у него навыки, которые он получил в Европе, и тем самым это для ингушей просто невероятная возможность и кладезь знаний, которые он может использовать для работы в условиях горного нашего замечательного ландшафта. По поводу сотрудничества. Дело в том, что у нас есть сейчас проекты. Я думаю, что как раз в апреле, когда он приедет в Москву и появится у тебя замечательной студии, да, он об этом расскажет. Мы пока занимаемся этим проектом, поэтому я не буду заведомо, да, никаких спойлеров. Вот. Но хочу сказать, что когда в прошлом году летом была экспедиция, мы встретились с Рамзаном, и он мне показал ту потрясающую работу, которую он реализовал в условиях территории, которая называется Нижний Пой. И это территория целого замкового комплекса, по идее, а потом уже те археологи, которые работают вместе с ним, и чтобы не было вот этого скептического оценивания, что ингуши работают в Ингушетии, поэтому все это
Мгм. значит, расхваливают, он очень грамотно сделал таким образом, что привлек специалистов различных регионов для того, чтобы, ну, наверняка это грамотно сделано, такой междисциплинарный, межкритический сделать анализ. И они, с ними тоже я пообщалась в ходе экспедиции. Действительно, когда археолог имеет значительный опыт, ему достаточно просто посмотреть на ландшафт, и несколько элементов материальной культуры могут раскрыть ему визуализацию того, как это выглядело условно в эпоху там очень раннего средневековья, да. То есть и мне было приятно, когда я общалась с этой командой, которая археолог из Чебоксар, если мне память не изменяет, он рассказал, что в целом вот этот комплекс Нижней Пой можно рассматривать как город. Не как Мгм. просто, да, там условно А там основание, башенный, да, да, сейчас башенный осталось, да? комплекс. Нет, там не Там есть. основание, там башни. Ага. Да, там есть целый комплекс разновидностей их, и в чем там даже погребения были обнаружены. И преимущество заключается в том, что здесь работа ведется одновременно реставрационная, но я бы сказала, где-то еще, безусловно, на основании там, где это возможно, консервации, потому что есть башни, которые требуют работы реставрации. Но знаете, реставрации рознь. Если Мгм. посмотреть на то, какую реставрацию проводили в Горной Ингушетии до Рамзана Салтыгова, это просто какое-то безумие, потому что там настолько виден этот реставрационный срез, и это говорит о некачественной и некомпетентной работе. То есть когда мы видим с вами условно кладку одного типа, а потом видим верхушку кладки совершенно типичной для города Магаз, условно Мгм. Мгм. новостроек, конечно, это вообще Это ужас на умаляет. самом деле, Это да. ужас, это реальный Да. ужас и визуальный, и исторический, и значительный, и так далее. Рамзан работу какую проводит? Во-первых, он знает о специфике того, каким образом строилась башня. Сухая кладка, да, та самая, или использование специального, как говорится, связующего компонента. Когда это применимо, когда неприменимо. Камень. Природный камень. Камни, которые использовались в башнях, они же имеют тоже свою особенность. Мгм. Во-первых, начнем с того, что в горном ландшафте как таковых камней очень сложно найти. Их часто поднимали с плоскости наверх. Поэтому есть где-то башни, которые там условно не разрушены, они просто недостроены, потому что не Мгм. хватило ресурсов, да, или условно огромное количество камней, которые были подготовительной базой, ну, как мы говорим сегодня, закупить цемент, да, Мгм. Мгм. вот были, но там какие-то обстоятельства, возможно, те же самые татаро-монголы и прочие изменили ход планов там конкретного рода и семьи. И Рамзан такую работу проводит, которая связана с тем, чтобы, во-первых, использовать исторические данные. Команда, которая собирает материалы в архивах, именно по той местности, которая была ранее описана, сфотографирована, либо запечатлена путем там, изобразительного искусства, да, то есть каких-то зарисовок, это все привозится сюда на базу, и это все, что делает, сравнивается, сопоставляется и восстанавливается так, как это было в прошлом, а не как это там условно какого-нибудь самоучки, фантазера, который решил, почему бы еще этаж на башню, как говорится, не достроить, да, хотя изначально ее там совершенно не было, она не представлялась. Второй момент. Даже использование камня. Те камни, которые использует Рамзан, они действительно подстраиваются по цветовой гамме. И когда он это показывал, как играет цветовая гамма камней при кладке, это что-то невероятное, это потрясающее. И да, во многих башенных постройках, сразу скажу, было неоднократно такое, что башня была, допустим, там разрушена, ее либо достроили, ну, были катаклизмы, природные явления, там переделалось, доделалось. Но имеется в виду, что нередко бывает, что одна башня еще до того, как вот эти все процессы происходили с их целенаправленным там, уничтожением или природными явлениями, они и так переделывались. Мгм. И эти камни, они поэтому играют везде вот по-разному. И вот за счет этой игры, особенно с тем, что климат же тоже менялся, и поэтому появляется определенное наслоение на поверхности камня, оно как бы застаривает, вот так скажем, да, это ведь тоже надо учитывать при Мгм. реставрации и так далее. Конечно. И вот этот принципиально важный момент, когда реставратор болеет тем, что будет по итогу его работы, в случае с командой Рамзана Султыгова ощущается в полной мере. И плюс ко всему, одно очень важное дело, которое делает Рамзан, это то, что он открыл школу каменщиков. Это означает, что теперь самоучек
в республике, да, которые на свой собственный лад и интерес могут что-то делать, скорее всего, не будет. Люди будут исключительно компетентные, получившие образование, сертификат, да, знания и так далее. У нас несколько человек, которые приезжали к Рамзану и читали лекции, например, да, там, о тех или иных особенностях, Мгм. там, и как строились башни, какая специфика, и как складывался быт. Потому что башня — это ведь не только камень, там и фундамент. Причем фундамента, как вы знаете, у Нет. башни нету как Мгм. такового, да. Башня — это, во-первых, точный расчет того, что будет внутри, что будет снаружи. И, конечно же, богатое зодчество каменное, которое проявляется даже в том, как эта башня будет украшаться. Сама по себе башня — это отдельное украшение. Если мы посмотрим на башенные комплексы, которые вот в том же самом Джейрахе и так далее, то как будто бы они грибы после дождя вырастают, да, вот в этой скалистой местности. Да. Они настолько вписываемы, что у меня нет совершенно сомнений, что у предков моих и наверняка твоих было потрясающее чувство прекрасного. О, да. А есть понимание, вот в целом, ну, может быть, не всех, но возраста этих башен? Есть и Мгм. подтверждающие документы, и вот, и Мгм. анализ вот эти вот Ну, подтверждающие? документы — это, безусловно, те описания, которые фигурируют. Они Мгм. нас уносят там, в Средневековье. Это один момент. Но есть очень важная составляющая, какие конкретно башни мы рассматриваем. Ну да. Есть же боевые, есть полубоевые, есть жилые башни, есть условно каменное зодчество, которое относится к наиболее раннему типу. Это как вот о пирамидах, о которых я говорила сегодня. Они все проходят эволюцию. В чем-то приобретается навык, что-то утрачивается, и, соответственно, мастерство приходит с чем? Со временем. Мгм. Да? Поэтому имена мастеров, они потом вписываются, как говорится, вот в целом вот в культурную историю, как говорится, региона и народа. Но я хочу сказать, что в зависимости от того, какую мы смотрим с вами постройку, и будет зависеть ее периодизация. Какие-нибудь циклопические постройки, да, они уходят там в эпоху до нашей эры, например, да, то есть, ну, пожалуйста. Если мы говорим об идеальных вот этих потрясающих красавицах, башнях боевых, которые там Мгм. имеют потрясающее высотное свое воспроизведение, ну, это будет средневековье, причем там позднее средневековье. Жилые башни строятся, конечно, гораздо раньше, потому что прежде всего человек думает о том, где Где ему жить? жить. Мгм. И только потом думает, когда возникает ситуация с угрозой или сталкивается он с угрозой, что ему нужна крепость. И такой крепостью выступает боевая башня. Поэтому точную датировку, я думаю, что в ближайшее время мы услышим, потому что тот же самый Рамзан сегодня Султыгов работает, и лабораторные исследования просто по камню, каким даже бактерии, которые хранятся в определенном камне, определенные бактерии, ведь они же устаревает этот камень Мгм. не потому, что там что-то происходит извне, а потому что что-то происходит внутри. Да. И вот как это происходит, и с помощью специальных анализов, которые проводят сегодня в лабораториях, я думаю, что в скором времени он ответит на этот вопрос. А в целом о том, что это является весьма древними постройками, ни у кого уже не вызывает сомнения. Но каждая башня и каждая башенная постройка, опять-таки, в зависимости от района и региона, может иметь свою принципиальное различие, да. Но древность, она очевидна. А вот, все мы прекрасно, наверное, знаем, и даже есть, картины, вот эти ужасающие тем, что советская политика, вот эта вот, о которой ты уже говорила, вот о разрушении вот этим, даже есть видео, вот, Да. башню расстреливают из пушки. А, просто я когда смотрю, задаюсь вопросом, а если они начали это, почему они это не завершили? Почему просто предприняли попытку и оставили это? То есть Мгм. почему так есть понимание, информация? Почему все еще, условно говоря, мы можем наблюдать там несколько, условно говоря, Мгм. разбитых башен, но тем не менее их все еще много. Всё еще много, да. На самом деле все очень просто. Если бы хватало бы ресурсов, на то, чтобы уничтожить такое огромное количество памятников, когда одновременно, в общем-то, Шла война, да? идет война, и одновременно затрачивается просто глобальное количество ресурсов для того, чтобы организовать депортацию народов, да, тогда бы это было бы возможно завершено.
Мгм. Но помимо там условно властей советских, в этом отношении очень хорошо еще старались соседи, которые не имели такого наследия и которые ревностно относились к тому, что у ингушей оно было. Это наблюдается сегодня, кстати, повсеместно, там, где уже, благо, на территории горного ландшафта ведется наблюдение, то есть охранная система. Почему? Потому что, да, были случаи, когда так же, как это в свое время называли, разграбление или расхищение гробниц, понимаете, там пирамид. То же самое происходило и здесь, да, то есть такая попытка была. И особое такое неприятие у меня возникает, когда это еще сказывается или оказывается на территории солнечных могильников. Ведь там-то то, что хранится, это вообще, ну, святая святых, это настолько нетолерантно, негуманно, ведь мы говорим об останках человеческой культуры, да, то есть человеческого тела. Поэтому этот момент очевиден. Но когда мы говорим, почему не была завершена, потому что на это необходимы были ресурсы. И если ты помнишь кадры съемок, да, когда были запущены из пушек выстрелы в башне. Для меня это всегда слезно, но с другой стороны я смотрю с гордостью, когда она все равно устойчиво Да, стоит на своем фундаменте, и если даже и уничтожается, это только верхушка, верхушка да, только. а все остальное стоит также Это устойчиво. удивительно, на самом Да, деле. да, Это да. вообще насколько... Это просто, это что-то невероятное. Это вот коротко об характере и менталитете. Да? Вот башня — это фактически символ менталитета народа. Ты ее уничтожаешь, ты пытаешься ее взорвать и так далее. А фундамент, он крепнет, он остается. Народ вернулся, народ возвращается, народ восстанавливает, отбивает свою независимость в плане там, самостоятельности, да, республики и так далее, и так далее. Нам не хватает вот людей, которые периодически напоминали о этой важности и нужности. Да, да. Но я думаю, что потихоньку все-таки идет тренд. Да, да. Потихоньку. По факту, все-таки исторически, когда произошло проникновение ислама в Ингушетию, среди ингушей? Я могу назвать самые ближайшие даты проникновения, то есть когда ингушские, алгайские общества столкнулись с исламом. Это уже после VII века, когда, собственно, фактически сахабы пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам, да, стали проникать на территорию Прикаспия, да, и Мгм. оказываться на территории сначала Дагестана, и потом по цепной реакции достигая, собственно, территории современной Ингушетии. Это не значит, что они физически перемещались. Мы не забываем о том, что в тот указанный период, то есть мы берем с вами периодизацию, условно, VIII век, да, в этот период очень активны были связи. И почему, допустим, и твои предки, и мои предки, если мы возьмем поколение, например, там седьмое или шестое, знали как минимум два языка. Мгм. Свой родной и язык тюркский. Потому что тюркский язык — это был язык коммуникации на Кавказе в указанный период. Кумыки, нагайцы говорят на тюркском языке? Говорят. И многие, тот же самый там кабардинский язык, он не тюркский, но тем не менее кабардинский и прочие языки, там черкесские языки, они все-таки тоже являлись средством коммуникации. Иначе как бы мы говорили о том, что какие-то отношения между горскими народами были возможны, если это период до русского вмешательства, назовем это так. То есть нет русского языка как Мгм. язык коммуникации. Соответственно, вот эти перемещения, знакомства, нахождение на чужбине, вот эти вот пути, которые и деятельность, угон скота, угон лошадей, Мгм. который всем нам известен, да, потому что в других культурах, возможно, где-нибудь среднестатистически европейски считалось, что украсть там коня — это там, как говорится, проступок, а на Кавказе и среди ингушей это считалось, наоборот, подвиг, понимаете, Мгм. да, это Мгм. геройство. И чем это виртуознее будет сделано, тем, соответственно, все лавры. Вот. И это говорит о том, что на тот период уже на территории там регионов, где в свое время появляются арабы, уже взаимодействие происходило. И ведь на самом деле на Кавказе достаточно, если один-два человека что-то знают. Мгм. У нас это работает как сарафанное радио, быстро по цепной реакции. Поэтому и в языке
очень много у нас чего? Арабской терминологии, Да, которую мы говорим. Вот мы говорим дуни, да, там, а это слово дунья, да. да. Более того, даже в арабский язык это проникло из древнеиндийского языка. То есть вот по цепной реакции. Поэтому, когда мы говорим об самых ранних этапах столкновения местной галгайской культуры с арабо-мусульманской, не исламской, арабо-мусульманской, то есть когда это и язык, и религия, это можно говорить о 8-9 века. Мгм. Но суфизм, который нам известен на Кавказе, он имеет тысячелетнюю историю. Соответственно, 1000 лет суфизма на Кавказе – это тоже период ознакомления с исламом. Поэтому современные ингуши частично являются последователями суфийского ислама, да, в традиции своей, и частично того, который мы называем салафитским исламом. Да. Мгм. Танзила, вот в процессе твоей работы, твоей деятельности, изучения ингушской культуры, там есть ли факты, которые для тебя оказались какими-то супер неожиданными, что тебя удивили и поразили? Да. 2 факта, о которых я скажу. Во-первых, тот, о котором я чуть-чуть упомянула ранее, это то, что в целом мы говорим не о комплексах башен, как, допустим, какой-то комбинации там, близкого родства, а то, что это были целые каменные города. Это меня удивило, это говорит о том, что это было протогосударственное образование. Это шикарно, как говорится, понимать, что предки твои уже обладали навыками создания урбанизированной среды, где четко было обозначено там часть ремесленная, бытовая, военная и прочее, прочее, да, то есть этот момент. Мгм. И второй момент это то, что уже не вызывает сомнения о том, что те памятники, которые сегодня являются у нас памятниками как будто бы христианского зодчества и христианской направленности, как, например, храм Тхабаерды. Во-первых, я догадывалась, что он, безусловно, использовался как языческий храм, но дело в том, что он изначально, оказывается, был совсем другой проекцией. И если сегодня археологи смогут найти возможность проведения подземных, как говорится, да, то есть раскопочных работ, нам откроется совершенно новая страница нашей истории, еще более глубокой древности. То есть храм использовался и изначально строился как храм не языческой, а именно вот это древненародной, древнерелигиозной Мгм. направленности, то, о чем я говорила в начале. И то, что этот фундамент там есть, для меня стало открытием и, конечно же, безумным желанием быстрее, как можно, чтобы работа в этом направлении была проведена, и нам открылись новые страницы нашего народа. Танзила, к слову, про ингушский язык, так скажем, существует такой ученый, как Джоан Николс, да, ее исследования. Могла бы ты немножко рассказать, чтобы мы поняли, про что речь и почему нам это важно знать? Мгм. Во-первых, я очень рада, что они уже известны более, чем наши старания переводить текст ее работы, потому что текст был английский, издание и работы ее, они англоязычные, Мгм. поэтому, конечно, в этом направлении тоже работали. И то, что это становится действительно сейчас достоянием общественности, свидетельствует о том, что интерес к языку, он сейчас очень обостренный. Джоан Николс – это исследователь-лингвист, который имеет очень большой авторитет среди специалистов этой узкой направленности и которая исследовала не только, кстати, кавказские языки, но исследовала в целом языки, имеющие гораздо большую широту, потому что мы можем говорить о специфике языка, когда его сравниваем с кем-то, а не когда предметно для региона, да, чтобы Мгм. определить его давность и так далее. Она несколько десяток лет изучала ингушский язык. Для нее ингушский язык стал языком, который привлекал внимание по некоторым специфическим своим характеристикам природы, потому что, во-первых, здесь речь идет об
так называемых автогендере. Мы об этом, я думаю, отдельно потом поговорим, Мгм. да. Это специфика того, как используются звуки, буквы в начале и в конце этого слова, определяя род этого понятия или этого слова, да, этого термина. И для ингушского языка это доминанта. У нас порядка, она описывает, по крайней мере, что более 70 слов определяется автогендером, что является таким уникальным моментом. Во-вторых, то, что она определила функционирование языка и его особенность, скажем так, с точки зрения истории, как 6000 лет. 6000 лет существует, можно сказать, ингушский язык, язык галгай. И это язык, на котором будут говорить в последующем все многочисленные общества, которые существовали на территории Центрального Кавказа. Ни один из других языков не может претендовать, по крайней мере, по тем современным исследованиям. И да, сразу обозначу, когда мы говорим там, отечественные исследователи, да, там, или ингушские лингвисты, или российские лингвисты о том, что ингушский язык древний, ну, это вызывает скептицизм, ну, Мгм. удревняем сами. Но тут это совершенно самостоятельное, объективное, независимое мнение человека западноевропейской традиции, который долгое время изучал предметно этот язык и изучал другие языки. Поэтому критика здесь, ну, она будет необоснованная к притязанию к тому, там, древности и прочего. 6000 лет – это говорит о том, что язык действительно имеет глубокую историю, и именно он ляжет в основу тех языков, которые мы называем нахские языки. Да? Нахские языки. В том числе, когда мы говорим о чеченском языке или языке подсбийцев. Да? Мгм. То есть это является материнская плата. И уже на этом основании формируются другие языки. И во-вторых, наверное, стоит упомянуть, вот долгое время, по крайней мере, и в публикациях последних лет фигурирует, что картвельский язык является как будто бы прото-языком и самым древним языком среди кавказских, Картель — это грузин да, или? да, Мгм. грузинский. Но он уступает и порядка, если мне память не изменяет, то ли на 2, то ли на 3000 лет ингушскому языку. И поскольку наши коллеги, когда говорят о своем языке, никогда не применяют сравнительный анализ, который тебе как социологу тоже он Мгм. известен, да, что он Конечно. нужен. Мы доходим до истины, когда спорим и когда сравниваем. И вот отсутствие сравнительного анализа грузинских языков, как картвельского с ингушским, и является вот той бедой, когда они могут делать отсылку на то, что у них древний, и не рассматривая никакой другой более. Но вот Николс раскрыла эту особенность, и это стало действительно, кстати, в дополнение к тем открытиям, которыми я сейчас поражаюсь, да. То Мгм. есть я, конечно, предполагала древность ингушского языка на одном только уже основании, что на ингушский язык можно перевести такие элементы флоры и фауны, в которых ингуши не обитают сегодня. Мгм. То есть жирафы, Да. носороги, львы и тому подобное. Люди то, что видят, могут это что делать? Объяснять, интерпретировать, оставлять это в какой-то культуре, как, например, там, петроглифы или, например, язык. Получается, что соседствование с тем же самым Ближним Востоком, связи с ним, контакты с ним были настолько в далекой древности, и поэтому связь с мировыми цивилизациями, будь это те же самые переднеазиатские цивилизации, как древние шумеры, да, она уже не вызывает никаких сомнений. И в ингушском языке действительно есть сопряжение, и оно очень сильное. И ингушский язык, кроме как условно там, под влиянием арабо-мусульманской культуры, сюда пришло что-то новое, но не замещалось. Это нужно понимать. То есть есть слово, которое что-то обозначает, но есть и альтернативное на ингушском языке слово. То есть они сосуществуют, такой симбиоз или Мгм. синкретизм. В то время как у других народов, где наш язык лег в основу свою, появились тюркские мотивы. Поэтому там меняется окончание, да, меняется, во-первых, нет фонемы «ф». Фонема «ф» очень важная составляющая в ингушском языке. Она свидетельствует, во-первых, об автохтонности, древности и богатстве языка. Тот факт, что сегодня язык относится к исчезающим, вымирающим языкам, согласно данным ЮНЕСКО, это, конечно, большая беда. Но это не значит, что его функционирование не определяется
вот теми датировками, которые нам дает Джоан Николс. 6000 лет. Да. Я правильно понимаю, что в научном мире ее исследования вполне репрезентативны и... Безусловно, безусловно, да. Поскольку сейчас у Запада с Россией определенные отношения Мгм. сложились, то свои исследования она уже на таком на официальном уровне представила в Грузии, насколько мне известно, на форумах и так далее. То есть ее работы уже получают такое дальнейшее развитие. Ну и да, у нас есть замечательный филолог, сильнейший лингвист в этом направлении Лилия Тариева, которая точно так же подтверждает слова Джоан Николс. Глубина нашего языка с точки зрения того, насколько специфичен, насколько многофункционален и насколько он содержателен, она об этом писала неоднократно, и несколько десятилетий назад у нее были публикации. Знаешь, Вот. правильно понимаю, что вот сейчас мы используем, если речь идет про письменность, сейчас мы используем кириллицу, когда-то там использовали вот грузинский вот это вот Да. использовалось. Получается, если настолько давно, то есть казалось бы, у нас нет своей письменности, но когда-то она, получается, была, Это либо казалось бы, потерялась. да. Точно так же, как говорят, что вот там нету условно каких-то там элементов культуры и прочее, прочее. Опять-таки, нестабильность существования, постоянные угрозы извне, постоянные, но опять, если мы говорим о том, что статистика населения, ну вот эти официальные данные 500 тысяч, Ну, да, понятно. безусловно, нас больше, понятное дело. Но все равно вот до этого миллиона, да, то есть все время что-то происходит. И в разные эпохи были разные инструменты там, того, что население сокращалось. То есть только люди начнут чем-то заниматься, воспроизводить и прочее, как это что делало? Не давало возможности для дальнейшего развития, потому что были различные события. Мгм. И кто-то скажет, ну у других тоже были. Да, были, но при этом не забываем о многочисленности культуры. Грузины многочисленны, армяне многочисленны, да, и так далее, и так далее. Здесь всегда был принцип выживания. Но даже несмотря на это, когда невозможно было сохранить духовную культуру, ингуши сохранили материальную культуру. Эти башни. Вот они у нас сохранились хорошо. И если мы хотим говорить о письменности, одного того факта достаточно, что у нас более 1000 петроглифов обнаружено на территории Горной и Плоскостной Ингушетии, что свидетельствует о том, что у нас была даже ранняя петроглифическая письменность. Нам через петроглифы было возможно передавать ту или иную информацию. И этого было достаточно. То есть, а дальнейшая письменность, она была, но она была уничтожена. Почему? Потому что люди не имели возможности заниматься развитием духовной культуры, потому что был принцип выживания. Точно так же в депортации. В депортации ингуши что сделали? Они же не приумножили культуру, они ее утратили, эту культуру. Вернувшись в Ингушетию, очень многие просто уже не умели пользоваться музыкальными инструментами, которые были до этого. А там же ведь хватило с 44 по 50 годы, буквально там 10-13 лет. Мгм. Вот настолько это может быть трагичным. И не все же вернулись в 50-х годах. Конечно, Еще и конечно, этот там важный момент, да. остались, да. А, Танзила, какая у тебя профессиональная мечта? То есть исследование. Представим, что у тебя есть неограниченное количество ресурсов. Что бы ты исследовала, чтобы изучила, на что бы обратила? Меня было бы не остановить. Ресурсы — это единственное, что меня останавливает. И то останавливает в каком смысле? Для большего объема работы. Профессиональная моя мечта — это, наверное, все-таки выпустить 2 таких хороших труда. Причем, чтобы это были такие действительно издания, которые, с одной стороны, посвящены, во-первых, материальной культуре ингушей, где с большим объемом архивных материалов и прочих изысканий не вызывало бы никаких споров. Это была бы последняя точка, которая ставится в этом исследовании. Назовем это печатью моего печатью ингушской там истории Мгм. в конкретном вопросе. Это во-первых. Но во-вторых, честно говоря, я бы хотела, вот моя большая мечта — это все-таки создать такой центр в Ингушетии, который бы
опять вот эти неограниченные Ну да. возможности, да, позволял бы мне вырастить несколько поколений условно учеников, которые продолжили бы дело изыскания в науке, причем не только в исторической, но и в других, и стали бы действительно специалистами в этом направлении. То есть тогда дело моей жизни, условно, оно бы продолжилось в последующих поколениях. И мне было бы спокойно, что наша история на надежных руках. Да. Да. И Я, у меня есть коллеги, которые готовы в этом деле помочь. Возможно, уже умудренные жизненным опытом, в преклонных летах, сединой, в волосах, я вернусь в республику с этой целью. Ну и, конечно, найду какого-нибудь спонсора. я очень надеюсь, что у тебя это получится, да, это бахкопа. Да, рясно. Давай так, топ-3 книги, которые должен прочитать каждый ингуш. Ой, за свою жизнь столько книг читаю, перечитываю и так далее. Я бы, наверное, обозначила книги, которые у меня вызывают более такой научный интерес, и с Мгм. чем можно потом сравнивать вот все, что происходит в твоей культуре. Эрих Фромм «Психология масс». Первая книга, которую бы я посоветовала. Небольшое издание, но очень глубокое, и это психологический труд, да, то есть это психологическая наука. Вторую работу, которую, опять, я подчеркиваю, это научные Мгм. такие труды, то есть, конечно, возможно, не каждый ингуш это почитает, но тот, кто хотел бы разбираться в каких-то вопросах, направлениях, я бы еще порекомендовала бы почитать работы такого социолога, известного как Георг Зиммель и Эмиль Дюркгейм. Это работы, которые посвящены социологии. Вот если первая работа психологической направленности, то вторая социологическая, чтобы понимать, почему те или иные процессы в твоем обществе происходят и чем они вызваны. Вот что это за динамика процессов, которая способствует этому. Третья книга. Все наши замечательные книги писателей, авторов, они у меня не вызывают сомнений, что они нужны и важны. Я думаю, что они должны быть в каждом доме, поэтому я узкой какой-то направленности обозначила. Но третью книгу, вернее, эта книга из 2 томов состоит, которая у меня вызывает абсолютно безусловную любовь. Она не так давно вышла. Это 2 тома музыкального атласа, которые выпустили то самое общество Дзурдуков. Мгм. Это очень хорошая работа с большим богатым материалом фактическим, с этнографическими данными. И по возможности она должна была быть в каждом доме ингушской семьи, потому что это наследие духовной культуры. И это что-то из свежего, скажем так, да, из того, что надо сохранять, популяризировать, реконструировать и этому, как говорится, обучать подрастающее поколение. Я буквально на днях выкупила букинистическое издание книги «Песни народов Северного Кавказа». Мгм. И там, где часть ингушских песен, она такая потрясающая, это настолько классно была переведена ингушская фольклористика, ингушские народные песни разной направленности, и героические, и так называемые илли, и вот эти плач, так называемый, который использовался как определенный стиль песнопения, и религиозные гимны, что я просто была воодушевлена. То есть я хочу сказать, что я не случайно рекомендую этот атлас, Мгм. так называемый, потому что в песнях, в фольклоре хранится очень богатое содержание смыслов и особенностей менталитета культуры ингушей. Какой бы ты дала совет ингушам в целом, глобально? Помимо, вот я Мгм. уже помню, что ты уже сказала про идею национальную и так далее. Вот какой-то посыл. С учетом доверчивости ингушей, я бы советовала бы ингушам верить, но не доверять. Это первое. Второе. Сохранять критическое мышление в любой непонятной ситуации. Это в продолжении предыдущей мысли очень важно. И третье. Поддерживать своих представителей, оказывать им поддержку в тех стараниях, которые связаны и напрямую свидетельствуют об их желании укрепить, закрепить и сохранить культурное наследие ингушей. Это означает говорить о том замечательном понятии, как БРТ. То Да. есть должно быть единство.
И вот то, что я бы, да, хотела бы посоветовать. И финальное. Танзила, что для тебя значит быть ингушкой? Для меня быть ингушкой — это, я не побоюсь этого слова, это такой отдельный вид экстрима в жизни. Потому что быть, ингушом, очень сложно, быть ингушкой очень сложно. Это всегда большой бэкграунд ответственности и всего того прошлого, которое наверняка, с тобой будет принесено в любой ситуации, в которой ты окажешься, даже в загробной жизни. Поэтому быть, ингушкой для меня, вот, есть такая мысль, которая у меня всегда остается вот здесь в голове. Это когда, несмотря на многочисленные табу, которые существуют в моей культуре и которым я стараюсь следовать, оставаться свободным человеком. Когда я могу любому человеку, вне зависимости от его сословного и прочего характера, принадлежности и так далее, всегда ощущать себя на равных и знать, что у меня есть тыл. И да, следуя запретам, оставаться свободным человеком.